Привет! Если вы не умеете читать по-английски или не уверены в правильности вашего чтения, это видео для вас. Чтение – один из самых сложных компонентов при изучении английского языка. Однако даже сложную задачу можно решить, если разделить ее на несколько этапов. Мы займемся с вами согласными, сочетаниями согласных, гласными в разных типах слогов, всего их 4, сочетаниями гласных, а также расставлением ударениями в длинных словах и безударными гласными. При чтении нужно различать звук и букву. Буква – это то, что мы видим, графическое изображение, а звук – то, как она читается. В английском языке очень много правил, а еще больше из них исключений. Для этого была принята система транскрипции. Транскрипция – это специальные значки, которые обозначают непосредственно звуки. При чтении гласные представляют собой большую сложность, чем согласные, потому что согласные совпадают по чтению с латинскими согласными и также согласными многих европейских языков. Эти согласные – Б, Д, Ф, Х, Дж, К, Л, М, Н, П, Р, С, Т, В, В, Кс, З. И транскрипционные значки во многих случаях совпадают с буквами. Буква С может читаться как С, если стоит перед гласными И, I, Y. Например, circus, cycle, city, cellular, cedar, scent. А в остальных случаях она читается как К, cat, cut, crate, crystal, cop, critical. Согласную буква G тоже дает два звука. Дж, если стоит перед теми же гласными И, I, Y. Gentleman, Jim, gin. А также она дает звук Г в остальных случаях. Glad, dog, grade, bag. Кроме этого, с буквой G есть ряд исключений, когда буква G стоит перед И, I, Y, но читается Г. Get, give, girl, gift. Так как в английском языке звуков гораздо больше, чем букв, то на помощь нам придут сочетания согласных. Почти все сочетания согласных в английском – это сочетание с буквой H. CH дает звук Ч. Chips, chupa-chups, chocolate, children. Здесь же упомянем о том, что также есть сочетание букв CK, которое читается одним звуком – К. Clock, black, stock, pocket. Сочетание SH дает звук Ш. Ship, shop, shell. Сочетание TH дает межзубный звук, характерный только для английского языка. Этот межзубный звук может быть звонким и глухим. Звонкий межзубный звук «th» встречается только между гласными. Weather, leather, feather. И в служебных словах. This, that, these, those, then, than, thus, though, the, they, their, them. В остальных случаях межзубный звук будет только глухим. Bath, thunder, thousand. Сочетание GH вообще не читается в словах. Though, thought, ate, bored. Хотя в ряде слов оно по какой-то причине читается как Ф. Rough, tough, enough, love. Таких слов немного. Вы сможете их запомнить. Сочетание PH встречается в словах греческого происхождения и читается Ф. Photo или photography, geography, philosophy, physics. Сочетание WH может читаться как Х, если после сочетания стоит буква O. Who, whom, whose, whole. А в остальных случаях читаем W. When, why, where, while, wheat. Сочетание WR
W не читается, значит произносим R. Wrong, right, wreck. И еще один момент. Если в начале слова вы видите букву K, стоящую перед N, будьте уверены, она не читается. Knit, night, knee, knife, nap. Если вы заглянете в английский алфавит, то перед буквой R вы увидите букву Q. Но как Q она никогда не читается, только так называется. Обычно она путешествует с буквой U и читается двумя вариантами, в зависимости от того, в каком месте в слове она встречается. В начале слова сочетание Q, U читается как quo, а остальная часть слова читается по правилам. Например, queen, quick, quite, quiet. Обратите внимание, что во всех этих случаях после буквы Q идет буква U. Если же это сочетание стоит в конце слова, а за ней идет буква И, которая не читается, то сочетание Q-U читаем как К. Например, unique, antique, check. Итак, подведем итоги. Большинство согласных букв в английском языке читается так же, как и пишутся. А большинство сочетаний согласных – это сочетание с буквой H. Подведем итог сочетания. SH, CH, TH, GH, WH, PH. А также есть сочетание WR, CK, KN, QU. На данный момент вам нужно всего лишь запомнить, какие звуки дают данные буквосочетания, а применять на практике мы будем их позже.